Ну, Аллаха тапшадык, бисмиллахир-рахманир-рахим. Хайрлы киш туслар, добрый вечер, добрый пятничный вечер всем нашим подписчикам, всем нашим друзьям, зрителям. Вот, друзья, кто в чате, напишите, пожалуйста, что со звуком, как качество звука. Напишите, пожалуйста. Ну, наверное, пока ребята собираются, пока наши подписчики и зрители собираются и оценить наш звук, начнем. Аллаха тапшардык. Айша Ханум Мисамисес. В общем, о чем мы сегодня с вами будем разговаривать? Проблемы традиции у татар. Как уже было заявлено в описании нашего стрима, действительно, татары живут сегодня в непростом мире. У нас есть глобализация, ассимиляция, урбанизация, то есть города, и все это, как мне кажется, пытается у татар забрать традицию. Что такое традиция? Можно долго рассуждать и объяснять это понятие там, с точки зрения культурологии и так далее. Но давайте конкретно перейдем вот к пониманию традиции через призму большой семьи. В общем, сегодня татары живут в городах, наверное, как это вот принято говорить модно, да, нуклеарной семьей. То есть маленькая семья, то есть папа, мама, там один ребенок, дай бог, там два ребенка, может кто-нибудь осмелеет и третьего ребенка родит. Вот. И, значит, вот как мы должны жить вот такой семьей. И совсем недавно я в Инстаграме наткнулся на, оказывается, вполне себе неплохо раскрученного инстаграм-блогера Хавы Шайдулиной, где она рассуждала о взаимоотношениях между, значит, невесткой и свекровью. История взаимоотношений невестки и свекрови на самом деле очень давняя, конфликтная, и там столько фильмов, анекдотов, там произведений, сочинений напридумывали на этот счет. И меня немножко удивил подход разрешения этой вековой проблемы отношений между невесткой и свекровью со стороны этого инстаграм-блогера. Значит, главный ее тезис: невестка ничего не должна, не обязана своей свекрови. И свекровь тоже ничего не должна, не обязана своей невестке. Значит, как бы живите в параллельных вселенных, уважайте, вы друг другу равны, друг другу ничем не обязаны, все, давайте расходитесь и больше не враждуйте между собой. Во-первых, не знаю зачем, но сегодня почему-то вот такие блогеры, которых я называю такими, знаете, своеобразными медиапасторами, которые объясняют, доказывают людям, как жить, как себя вести. Они, вот, причем этот инстаграм-блогер оперирует, во-первых, какими-то ссылками на Коран, на суру, использует понятие грех. Мне кажется, такими вещами должны заниматься имамы в мечетях и вообще все те люди, у которых есть религиозное образование. Какое может быть образование у этого инстаграм-психолога? Это первый момент. Второй момент. Вот смотрите, друзья, мы живем в современном мире, да, вот маленькая семья, да, вот мы все разбежались по своих квартирах. Вот если, например, молодые родители, и у них заболеет ребенок. Дети болеют часто, в детсадах нету нормального, может быть, ухода и заботы. Да? И родителям нужно как-то сниматься с работы, отпрашиваться, брать больничный. Если часто берешь больничный, то работодатель может сказать: давай увольняйся, поставить такой вопрос. И это всех касается. Это касается и женщин, и мужчин, отцов, и матерей. И поэтому, в принципе, как бы в современной нуклеарной семье нужны бабушки и дедушки. Но благодаря вот таким медиапасторам, которые говорят, что, значит, невестки налево, свекрови направо, расходитесь, разбегайтесь, мы, в принципе, как бы отдаляемся от наших бабушек и дедушек. Более того, сегодня государство, оно, в принципе, мне кажется, в каких-то вещах настроено против семьи, потому что, буквально недавно подняли пенсионный возраст. И большое количество бабушек и дедушек, которых мы ждали, они выйдут на пенсию и будут сидеть с нашими детьми, продолжают работать. И 5 дней, там пятидневка, суббота, воскресенье отдыхает, да. То есть опять татарам не дают возможность вот как-то вот эту большую семью хоть каким-то образом поддерживать в городских условиях. Вот
понятие традиционной большой татарской семьи. И я не понимаю, вот как можно сегодня, в принципе, попробовать сохранить большую традиционную татарскую семью? Вообще вот отношение к традиции, вот как может выстраиваться в современном мире? Аиша Ханум, я, наверное, все рассказал. В общем, вот такая проблема. Мне интересно ваше мнение. Что вы думаете, вот что вообще делать с традициями у татар? Традиция татар, до сих пор традиция это была та точка, которая помогала татарам сохранить ислам. Как только у татар забрали ислам, татарам стала не нужна традиция. И татары начали уходить от традиции и забывать эти просто традиции. Она им стала не нужна. Ведь нет религии, которая до сих пор защищала эту традицию. А раньше, получается, на протяжении нескольких веков, пока пытались сильно татар крестить, да, там по 100, по 200 лет, когда крестили татары, которые через 100, через 200 лет возвращались к исламу, их возвращал к исламу, им помогал сохранить ислам именно традиция, которая была в семье. Об этом, как известно, писали русские исследователи, которые до революции исследовали татарские семьи, почему они не могут уйти в крещение, почему они не соблюдают православие. Все они писали, что именно татарская традиция и татарский язык им это мешает. Мешает соседство с татарами. Сейчас всего этого нет. Поэтому, по сути дела, традиция стала не нужна так таковой. Но у нас осталась семья, у нас остались люди, бабушки, дедушки, внуки, дети, которые их не научили жить без традиций. Традицию забрали, а что нам оставили? Попытку разойтись направо-налево, что она даст? Она даст нам бабушек, дедушек, которых мы отправим направо, и они, подойдя к пенсионному возрасту, уйдут в дома престарелых, потому что за ним никто не обязан, ничто не обязано смотреть. У нас останутся внуки, которые будут на улице предоставлены сами себе, или нянечки, воспитатели, которые будут смотреть за этими детьми. Опять-таки, почему чужой воспитатель может смотреть, а бабушка, дедушка должна направо-налево идти? Да. Смотрите, вот такой пример. У меня, значит, по отцовской линии, ну, так сказать, мое фамильное, да, место происхождения — это Кайбицкий район Татарстана, да. И вот я буквально недавно узнал, там в Кайбицком районе есть несколько деревень, которые в первой половине XVIII века были крещены. То есть татарская деревня, значит, пришел поп, и там все крестились. Это все отслеживается, фиксируется в исторических документах, в том числе и в ревизских сказках, метрических книгах. Вот. Ну, что примечательно, где-то примерно через 100 лет эти же самые крещенные, значит, татарские деревни обратно вернулись в ислам. То есть они 100 лет делали вид, что мы крещенные, у них там и татарские имена. Ну, может быть, это было формально. Они не делали вид, это было только на бумагах. То есть очень часто мы можем отслеживать о том, что в таких крещенных семьях бабушки и дедушки даже не знают русские имена своих отцов и дедов. Потому что это было на бумаге, это была чисто формальная, семья осталась исламская, потому что у нее была традиция, эта традиция помогала защищать ислам, и как только у нас вышел указ о свободе вероисповедания, сразу все рванулись обратно в ислам. Это при Екатерине Великой, получается, да? Нет, это зачем? Это было 1900. Тогда еще? Все. Ну, наверное, а почему тогда вот... Это же волнами была христианизация, получается, да? Она же как-то отхлынула, получается, вот в середине 19 века. Там какие события были, которые могли бы немножко раскрепостить татар-мусульман? В середине 19-го татар-мусульман, наверное, ничего там не было, потому что татары продолжали насильственно крестить, и им не давали исповедовать ислам насильно. То есть подпольных, мол, их казнили, их преследовали. У нас, получается, очень много документальных историй, вот той же, например, Зулейхи Гаязы Искакой, да, я, например, в архиве читала документальную прям историю, когда
ее, вот эту девушку, сейчас не помню, как ее звали в этом документе, искали, очень много лет искали, ее нашли, ее увезли в монастырь, потому что она из крещенной семьи. То есть, хотя она не признавалась о том, что она крещена, она говорила, что у нее нет русского имени, она не крещена, она мусульманка, но в документах она была крещенной. Не, просто для меня вот удивительно все-таки, как вот такое продолжительное время, практически несколько поколений, ведь это больше 100 лет получается, татары смогли протащить из поколения в поколение приверженность, верность традициям. И не только протащили, они ее укрепить смогли. Да, да. Усилить. Но это все традиция, это вопрос традиции. Наши татарские традиции, они, большинство, все традиции основаны именно на то, чтобы сохранить ислам. И в то же время, смотрите, вот, значит, у нас начало 20 века, Советский Союз, большевики насаждают атеизм, 72 года Советского Союза. Опять, так сказать, это уже не христианизация, а атеизация, получается, татар. Но все равно мы смогли как-то протащить, и у нас все равно вот в конце 80-х, начало 90-х годов есть религиозное вот это пробуждение, возрождение. Оно шло весь период Советского Союза, оно шло и во время войны, и перед войной, когда уже начали сносить мечети, да, когда начали срезать манара с мечети в деревнях. У нас, получается, вот, например, в архиве есть документы о том, когда бабушки и дедушки писали письма: верните нам хотя бы одну мечеть, мы уже старенькие, нам уже не нужно атеизм, мы хотим молиться своему Богу, как они там пишут. Верните нам возможность молиться своему Богу. То есть она шла вплоть до перестройки. Как сохранялась традиция, вот этот ислам в Советском Союзе? Если вот сейчас посмотреть, в Советском Союзе большинство семей, которые практиковали ислам, владели арабицей. Они не писали кафер харефебля, как они это назывались. Ох, серьезное заявление. Имя Аллаха нельзя писать кафер харефебля. То есть мы видим и в 60-х, и в 70-х, и в 80-х годах письма татар на арабице, книги, календари на арабице. То есть этот пласт в Советском Союзе, его не смогли уничтожить. То есть носителями традиции, в принципе, получается, оставались именно, ну кто это получается, городские татары, сельские татары? И городские, и сельские, это и в городе, и в сельские татары. То есть и в городе тоже была возможность у таких татар традиции сохранить. Так, и вот мы, значит, Советский Союз развалился. Пришла перестройка, пришла все перестройка. уж ехали у нас, получается, учиться за границей, в арабские страны. В арабские страны у них там свои традиции. Эти традиции арабские, восприняв как ислам правильный, приводят сюда и начинает нас учить правильному исламу. Добавлю сюда такой еще момент, то что вот 30 лет уже прошло, у нас появилось такое явление, как русскоязычные татары. Вот, то есть, ну, татары, которые себя продолжают считать татарами, но так получилось, что татарский язык не язык там, мысли, не язык общения, может быть, не язык потребления информации, не язык познания этого мира. И сюда же, значит, глобализация, ассимиляция, и почему-то мы сейчас говорим, что города, то есть раньше же мы же могли в городах сохранить наши традиции, но сейчас мы к городу относимся как к нечто враждебному, которое у нас собирается отнять наши традиции. Как мы к этой ситуации подошли? Вот и то, что вы сказали, значит, ислам, который к нам пришел из-за рубежа. Как мы подошли к этой ситуации? То есть опять-таки у нас получается перестройка, потеря всего, что мы имели, потеря традиции, открытие границы и приезд из-за границ, как говорится, чего ж скрывать, да, в начале 90-х на каждого араба, каждая бабушка татарская готова была молиться. Примеров таких полно. То есть приезжал араб, молодой парень, 20-летний, он знал татарский, арабский язык, он не знал ни ислам, но он знал ислам в рамках школьной программы, и он здесь становился пастором. Он нес свой арабский ислам, свои арабские традиции, которые отрицали все татарские традиции, говорили, что мы неправильно, как это можно, если, например, до 90-х годов писать русскими буквами, там молитву считалось это чуть ли не многобожием, а он говорил, что это дозволено, это можно, почему нельзя использовать русские буквы.
У нас пошла русификация, потому что эти арабы у нас учились на русском языке. Они несли именно полную и сильную русификацию ислама, арабского ислама. То есть прям не просто ислам, получается, русифицировался, он еще и арабизировался через русификацию. Да. То есть то, что вот сейчас, например, пишут вот эти же медиапасторы, как вы это называете, да, по сути дела же они пишут об арабских традициях. Да, кстати говоря, вот удивительно тоже, если мы А говорим... в исламе одно из правил ислама, что традиции отдается право. То есть ислам, в первую очередь, отдает право традиции, и только потом мы говорим об исламе после традиции, если эта традиция не идет вразрез исламу. Кстати, То есть давайте вернемся к той же свекрови. Ислам нам запрещает смотреть за свекровью. В бытовых вопросах ислама, правило, да, основное в бытовых вопросах ислама дозволено все то, на что нет запрета. У нас запрета смотреть за свекровью нет. Так. Второе правило, значит, следующее правило, традиция отдается право. То есть мы сначала смотрим на традицию нашего народа. Да, младший сын у татар остается в доме родителей. Не в доме родителей, он остается в собственном доме. То есть мы не должны забывать, что такое дом у татар. Дом это принадлежит дому семье. Оно не наследственное право, его никто не наследует, оно ни за кем не уходит, никому не отписывается. То есть это дом семьи, и каждый, кто вырос в нем, он считает его своим домом, и он знает, что он может всегда в него вернуться, потому что это его личный дом. И в этом доме с родителями у татар всегда остается младший сын. То есть запрета смотреть за свекровью в исламе нету. Если нет запрета, мы не можем говорить о том, что свекровь, там невеста не должна смотреть за свекровью. Потому что они должны разойтись. Вот, кстати говоря, вот наличие такой конфликтных историй между невесткой и, значит, свекровью, это же говорит о чем? По идее, говорит о том, что они в друг друге, в принципе, нуждаются. Но Да. просто они не могут настроить отношения Диалог. между Мы не собой. смогли поставить диалог между друг другом. Да. То есть вместо того, чтобы их разводить по разным кругам, мы должны просто поставить диалог между ними, научить их общаться и понимать. На чем начинается конфликт обычно? Бабушка встает рано, а невестка любит поспать. Пока невестка, наверное, не родила, да? Потому что как только невестка родит, она также будет вставать А рано. пока она не родилась, конфликт же у нас начинается с самого начала. Это накапливается, это изо дня в день накапливается. Но опять-таки, если возвращаемся мы к традиции, да, невестка по традиции встает раньше в семье. Но, как говорится, баракат в семью идет с восходом солнца. Ну да. То есть это ислам, вставать рано. Традиция татар вставать рано. А невестка любит поспать, бабушке это не нравится. Ну, это получается такой вот разный образ жизни, получается. Да, это бытовой конфликт. По сути, посадить, пообщаться. Так, хорошо. Всегда в межличностные отношения в семье вмешивается вопрос имущества. Вот сегодня татары, значит, живут на селе. Тогда, наверное, да, можно говорить, вот там младший сын остается в доме родителей, он живет, он там держит хозяйство. И вот, значит, татары, которые живут в городах, в квартирах. Так, теперь как мы вот будем в этих измерениях смотреть на то, чтобы невестка и свекровь находили общий язык? Но опять-таки, если мы квартиру, в которой живет свекровь, берем как квартиру семьи, мы начинаем ее воспринимать именно квартирой семьи, то есть каждый сын, каждая дочь имеет возможность туда приехать, их невестка не будет сидеть и говорить, я не обязана, я не должна смотреть, я могу уйти сейчас, потому что тут кто-то пришел чужой. Но это, извините, это дом каждого из этих человек. То есть мы должны научиться понимать, осознавать о том, что у татар всегда был дом семьи. И мы должны вернуть этот дом, пускай это будет в рамках квартиры. Но это дом семьи, куда каждый член семьи может вернуться всегда. Отсюда, наверное, вытекает понимание, что раз старшие, получается, дети ушли из семьи, значит, они должны
сами свою там, квартиру, не знаю, там, покупать, зарабатывать на ней, ипотеку брать, получается. Так что ли получается? То есть сами вот должны выстраивать место Но свое. они строят или сами, или они могут тоже, в принципе, если никто не выгоняет из собственного дома никогда. Мгм. Но у старших, да, старшие, они по традиции всегда обычно уходили. Тоже у нас, например, тоже смотрим мы ревизии, да, например, семья, она всегда делилась. Семья оставалась младшей, и с родителями в ревизских сказках пишется младше, а остальные дети, они идут как отдельной семьей. Мгм. Также мы смотрим, отслеживаем тамге, да, там у одного сына точно такая же тамга, как у отца, у остальных уже чуть-чуть видоизменяется, потому что он вышел из этого дома. Мгм. Да, старший может уйти, он может уехать, он может построить свое где-то в другом месте жизни. Но он всегда знает, что у него есть свой собственный дом, к которому он всегда может вернуться. Ну, вернуться, наверное, в случае, если там семья не заладилась. Или что? Или кончились деньги платить за съем жилья, например, да, у нас. Мгм. Все-таки, как говорится, у нас очень много до сих пор еще съемного жилья и живущих на съемном жилье молодых семей. Мгм. Так, хорошо. А давайте вот, значит, поговорим о тех татарах, которые живут на селе, да? То есть, ну вот, многодетная семья, несколько детей, да, вот все начали там жениться, выходить замуж. Как здесь, какие здесь есть варианты э, поиска общего языка со свекровью и невесткой, там, Но, сильно ли отличается от городских татар? наверное, все-таки в село не стоит вести невестку городскую, да? Ну, это понятное дело. А, В исламе есть право равенства брака, то есть невеста имеет право выбирать равный брак для себя. То есть жених по положению должен быть не ниже его, ее, по обеспечению не Ага. ниже ее отца, Ага. и, соответственно, по условиям проживания, то есть если она из города, она, в принципе, получается, у нас по ханафитскому масхабу имеет право требовать городскую жизнь. То есть это вопрос договора брака. Мгм. То есть что такое брак вообще в исламе? Это договор. Это договор двух сторон. Стороны невесты и стороны жениха. На что договорились? Если все стороны договорились о том, что городская невеста едет в деревню, извините меня, в деревне потом стоять и топать ножкой, я здесь жить не буду. М. Как говорится, как есть хадис о том, что сейчас, о том, что договор никаха отдается, имеет самое, должно исполняться в первую очередь. Так, подождите, а вот, значит, женщина, девушка имеет право просить равноправный брак. А я так понимаю, мужчина может, в принципе, взять себе какую-нибудь Любую. дворняжку, да? Да, что захочет. А девушка имеет право. Предложение делает парень, отказывается или соглашается девушка. Условие ставит девушка. Ух ты, вот она ставит условия, так. А почему она имеет право ставить условия? Почему мужчина не имеет права В ставить? принципе, условие ставит ее отец. А, То есть, опять-таки, это вопрос договора. Но если есть какие-то условия, тоже можно поставить условия, да. Там, например, да, вот сейчас вот модное условие, я не буду смотреть детей от первого брака. ух ты, есть такое, да? Сейчас это очень модно, да. Вот, например, сегодня пришло там парень, татарин, молодой, 26 лет, двое детей у него, ищет жену, чтобы смотреть за его детьми. Мать детей живет далеко, видит детей раз в 3 месяца. А что за кукушка такая? Зачем она бросила своих детей? Но по исламу, в принципе, это дети остаются с отцом всегда, а девушка, женщина имеет право строить свою жизнь дальше, продолжать. Понятно, понятно. Так, и вот, значит, смотрите, значит, получается так, отец невесты, отец там надиктовал условий, значит, будущему потенциальному мужу. Все стороны согласились, значит, в принципе, брак возможен, и в рамках этого договора, в принципе, можно указать все, что мы можем указать. Так, ладно. Какие есть обязательства, значит, по нашей традиции, по традиции татар, между невесткой и свекровью? Ну, мы тут, наверное, понимаем, да, что если сын младший, то обязательств, наверное, между ними больше, да, получается, а если сын старший, то меньше. Так правильно понимаю? Ну, тут нет, наверное, обязательств между друг другом, тут, скорее всего, так как каждый живет в собственном доме,
Это же дом и невестки, так как она пришла сюда, и свекрови. Ухаживать за домом, смотреть друг за другом, помогать друг другу. Тут не обязанности по отношению друг к другу, а тут попытка научиться жить вместе с человеком, с новым человеком научиться жить. Хорошо. Ладно, тогда, в принципе, наверное, еще один вопрос подниму, который тоже связан с традицией, да, у татар, потому что мы же не только семейные отношения обсуждаем сегодня, а традиция связана с именами. Да, вот есть такая традиция. Значит, в чем заключается проблема? Вот по своим знакомым вижу, ну и по себе тоже, да, что татары сейчас стали все больше и больше возвращаться к мусульманским именам. Там прям даже берут какие-то коранические имена спокойно. А раньше у татар были имена, значит, Рафаэли, Мараты, кто там, Эльвиры и так далее, да. И, в принципе, вот у меня есть некоторый родственник, вот, значит, родственник, его звали Мидхат, но он просил, чтобы его называли там по-русски Мишка. В принципе, у татар есть такая традиция, чтобы свои какие-то мусульманские, тюркские имена по-русски переиначивать? Ведь мы же в Советском Союзе жили, наверное, такое было. В советском, да, например, мой дедушка Федор Николаевич, да, его все так называли, хотя, в принципе, по документам это Фаид Назыпович, но вот все называли по-русски. Там Али у нас идет как Алик, Хадича это Катя, то есть это привычка, да, идет уже из Советского Союза. Но основа переименования у нас идет все-таки из дореволюционного периода, опять-таки. То есть это еще древнее. Просто нет, сейчас же есть понимание, что как будто это говорит о том, что у татар этническая идентичность слабая, что это какая-то ассимиляция, оскорбление и так далее. То есть негативно подается. А тут, получается, аж прям до революции эта традиция тянется. Ну, в принципе, в этом есть правда, то, что это ассимиляция, это идентичность, слабость, это все, конечно, имеет под собой основу. Да, до революции, давайте начнем с того, что сейчас, когда у нас татары возвращаются к исламу, начинают читать намаз, они тоже часто меняют свои имена. Татары имена Да, меняют? да, то есть вот это был Ильнар, он стал Ильнуром. Так, ну, это пример такой, или вы просто... Это действительно, вот я знаю Ильнара, который по документам сейчас Ильнур. И зачем ему одну букву менять? Потому что Нара это огонь, Нур это свет. Это что-то, наверное, языческое, наверное, что-то такое, да? Ну, тут и не сколько языческое, сколько, если посмотреть, да, в исламе в основе своей нет изменений имен. Ну да, нет, просто... Это есть у татар. Этому удивляются многие народы, да, дагестанцы, Северный Кавказ удивляют, почему татары меняют свои имена. Действительно, многие татары, да, если поговорить с бабушками, там, с дедушками, они прямо утверждают, что раз ты стал на намаз, ты должен менять имя. Откуда все это берется, основа? Так, интересно, откуда? До революции татары, когда крестили, ему меняли имя на русское. После того, как он возвращался в ислам, ему опять давали имя татарское. Это прям ритуал, это прям процедура какая-то была? Да, официально в документах зафиксировано, да. Даже есть у нас документы, там Федор Николаевич, который теперь по-мусульмански называется там так-то, так-то. Это у нас документально зафиксировано в архиве очень много документов о том, как имена у кого какие были. Там ревизские сказки, да, там Ишмухамед Мухамедович, после крещения там такому-то году дано имя там Иван, там еще какой-то там, да, Иван Иванович. То есть это документально зафиксированное изменение имен. То есть у татар подсознание сохранилось то, что ты должен менять имя, когда ты меняешь веру. Когда ты меняешь какие-то свои жизненные устои, ты должен менять свое имя. Оно в подсознании закреплено, скажем, даже можно сказать, что это менталитет уже татарский. Поэтому, когда татарин оказывается в русскоязычной среде, он, конечно, свое имя начинает русифицировать. Когда татарин начинает возвращаться к исламу, встает на намаз, он старается свое имя исламизировать. Это прям какой-то такой очень, мне кажется, искренний подход к своей жизни. Ну, типа, раз, да, я стал русским, ну, значит, я по-русски буду называться. Да. Ну, раз я перестал быть русским, ну, значит, я по-татарски теперь буду называться. Они, большинство сами не понимают, почему это делается, да. Вот ты спросить, да, у каждого, кто так себя называет, почему? Он не может это понять. Чего ж скрывать, да, я в свое время тоже в 16 лет поменяла имя. То есть имя Айша, оно мне не при рождении дано.
То есть это мое имя, которое дало мне мулла. Когда я начала читать намаз, это был Касым Абы, который сказал, что тебя зовут Аиша, и больше свое имя никогда никому не называй, который у тебя в документах. Потому что ты мусульманка. Так. Я тогда это не понимала. Ну, это было даже, мне даже не 16, мне, наверное, 15-14 лет было тогда. Для меня это было просто, ну да, я намаз читаю, значит все. Я так должна называться. Это принято. Сейчас, когда я начала возвращаться к истокам, когда я начала познавать себя, учить, да, пытаться понять, что же это все такое, я теперь понимаю, что да, у татар это подсознание. Раз ты стал мусульманином, ты должен исламизировать свое имя, дать мусульманское имя самому себе. Это нормальная практика у татар, которая закрепленное подсознание, которое закрепила царская Россия. Царская Россия. Но это же оттуда идет. Они же давали русские, возвращали татарские имена. Так, и что теперь сегодня делать татарам с этой своей странной традицией? А где на нее запрет в исламе? То есть это еще может существовать. Ну ладно. Вполне нормальная традиция, которая вполне может существовать, которая просто надо научиться ее объяснять. Все-таки как удивительно, да, вот все-таки вот какие у нас есть традиции, которые нам кажутся нововведениями, а оказывается, мы с ними еще там сколько столетий живем. Но ведь вот эта сейчас традиция татарская, она часто сталкивается с тем, что мы, когда начинаем делать родословную, мы сталкиваемся с проблемой переименования имен. Ага. Ну, это, наверное, когда вот история у семьи, когда там она из деревни, которая в свое время исламизировались, да. Или, например, это удмурты, которые приняли ислам. Стали мусульманами. Стали мусульманами, у них татарские имена, но вот чисто пока мы не найдем документ о том, что как они были до ислама назывались, сложно будет соединить историю и найти. Потому что действительно, да, вот, например, сейчас изучала одну удмуртскую семью, и там получается, да, у Ивана родился Петр, у Петра родился Мухаммад. Ну ладно. В принципе, ребята, вы, наши слушатели, наши подписчики, наши комментаторы, вы поняли, что на самом деле татарам, как надо разбираться с своими традициями. Не все они какие-то однозначные. А мы же вот эмоционально же относимся к этим традициям. Да, вот некоторые же оскорбляются, когда их татарское имя или мусульманское имя переначивается по-русски. Ну, потому что человек, который осознает о том, что он уже поменял свою жизнь, он поменял свое имя, да, для него это болезненно, конечно. Для меня тоже болезненно. Вопрос называния меня другим именем, светским, скажем так. В общем, друзья, давайте мы начнем читать ваши вопросы, которые вы нам предлагаете на обсуждение, и которые обращены к моей собеседнице Аиша Ханум. Итак, значит, Азамат Исламов пишет, да, первый вопрос. Мне как сыну неприятно, что моя мама холодно относится к моей избраннице. Что нужно сделать, чтобы мама приняла мою избранницу и относилась к ней теплее? Значит, классический конфликт с точки зрения сына уже на проблему взаимоотношений невестки и свекрови. Ну, тут хочется спросить, сын спросил разрешение, по правилам познакомил невесту. Как сейчас молодежь, она более глобализированная, она больше очень легко подходит к вопросу брака. Так, я познакомился, я хочу жениться, я женился. Более старшее поколение, для него брак все-таки это более осознанный выбор, так как они, когда хотели жениться, им ставили условия, да, что они должны делать для брака. То есть это был договор сторон, все равно даже если брать наших родителей, да, то наши родители добивались этого брака. А это не так просто и легко. То есть без согласия родителей много ли татар могли выйти замуж и жениться. Ну, то есть проблема в том, что сейчас центр принятия решений о браке сместился с старшего поколения на младшее поколение. И старшее, конечно же, оно считает, что младший еще неразумный, и он, конечно, не принимает выбор младшего. А особенно, если это еще другой нации, это другой религии, о том, если еще это куда-то, где-то, как-то что-то им не нравящее, что тут будет намного сложнее. Вопрос, сложно ли было все-таки доверить совет матери? Поставить матери не перед фактом, а спросить так, чтобы мать дала
рекомендацию замуж жениться. Так, Азамат Исламов, в общем, напиши дальше в чате. Разрешение у своей матери ты получил на то, что вот ты вот такую избранницу себе взял или нету? Так, читаем дальше вопрос. Нурия Нуримановна, Исам Сайш Ханум, у меня 2 детей, оба уже со своими семьями, у меня есть внуки. Я замечаю, и мой муж тоже, что внуков от дочки люблю больше, чем внуков от сына. Помогите, пожалуйста, советом. Мне даже в какой-то степени не очень нравится сидеть с внуками от сына, стараюсь избегать встречи с ними, меня они тяготят. На самом деле для меня немножко странный вопрос, как можно делить внуков от дочери и от сына, там, по сортам, по категориям. Ну, действительно, вопрос довольно-таки странный, как это действительно можно делить. Все-таки это и сын, и дочь – это твои дети. Но, опять-таки, возвращаясь, если, например, к советское воспитание нам давало как? То есть дочь – это наша, а сын – он чужой. Когда как у татар в традиции давалось наоборот, дочь – это гость в семье, а сын – это нигес. Основа дома. Поэтому здесь идет просто конфликт такой, воспитательный конфликт, когда мать была, видать, воспитана в жестких советских реалиях, а скорее всего в городе, и получила именно такое воспитание, что именно дочка это ее, а сын он должен уйти, все, он чужой, он уйти, да, раз в год его в гости согласны видеть. Как это изменить? Вопрос сложный, потому что этот вопрос уже был воспитан, это был, как говорится, уже мозг не перепрошить. Хорошо, а вот в Советском Союзе почему такая была установка, что сместились акценты и как бы дочка стала ближе, чем сын? В чем был замысел-то советских идеологов? Сложно сказать, в чем был замысел, но, скорее всего, здесь идет вопрос, опять-таки, феминизма, вопрос работающей девушки, когда женщина пошла работать. Тут, честно сказать, очень сложно сказать, именно почему идет такое смущение. Так, ну тут, наверное, такой исторический вопрос, потому что вы и исторический материал тоже поднимаете, да? Метрика писалась на каком языке? Арабица близко к татарскому или башкирскому? Ну, вы, наверное, читали все-таки метрики, да? Я читала очень большое количество метрических книг. Оно написано арабскими буквами. Я все-таки считаю, что это ближе к татарскому языку, потому что это язык, он тот самый язык, который шел в книгах татарских, он тот самый язык, который идет в мадресе, которых вот мы читаем, да, исторические документы, где идет, то есть там нет сильного и жесткого разделения на башкирский и татарский язык. Там единственное, что мы можем сказать, что есть примесь арабского, например, да, у нас Марджани в метрических книгах использовал арабские летоисчисления, арабские слова там, да, многие мулы использовали вместо слова угла, например, бну, да, там использовалось такое. Персизмы использовались, то есть вместо там слова игинче, крестьянин, да, или арабское там харис, или персидские слова использовались. То есть сказать, на каком языке, он писался на том языке, на каком языке учился мулла в данной местности. Вот раз вы упомянули Шахабуддина Марджани, опять возвращаясь к теме нашей беседы, именно проблемы традиции у татар, я общался с исследователями трудов Марджани, в принципе, с историками. Все говорят, что Марджани очень сложен для современного исследователя, очень много персизмов, фарсизмов, да, там, то есть, ну, арабизмов точнее. Вот. На ваш взгляд, вот тогда, ну, 100 лет тому назад, получается, да, там больше 100 лет тому назад, вот из наших татарских революционных просветителей, богословов, кто был наиболее близок к потребностям современных тогдашних ему людей, и кто тоже обращался к проблеме традиции? Наверное, все-таки самый близкий был это Резидин Фахриддин, который считал, что он должен писать на языке, который понимает его каждый человек, что должен говорить на языке, который понимает обычный человек. То
то есть не научный язык, это не научные труды, как у Резидин Марджани, да, который принимает там высшее общество, и получившее там богословское серьезное образование. То есть Резидин Фахридин считал, что все это должен понимать обычный человек и учиться поэтому. Поэтому, да, у Резидин Фахридина он, конечно, был в этом плане намного ближе. А почему такую задачу себе не мог поставить, например, Марджани? Ему это не нужно было. Его окружали студенты, его окружали рядом с ним учителя, моллы, которым его понимали. А Резидин Фахридин был муфтием до этого? Ну... Он был муфтием, но он все-таки вот считал, так как все-таки время, Резидин Фахридин, когда было это уже время близкое к революции, это время уже начала 1900-х годов, да, у нас все-таки, когда уже пошло изменение сознания, когда уже многие появились джадидиды, когда уже начали говорить о том, что русский язык нужен татарам обязательно, то есть там уже и влияние времени идет. А как Резидин Фахридин вообще вот относился к исламской традиции, получается? Он что говорил, что важнее, что вот написано в Коране, в Сунне, или все-таки надо как-то исходить из реалий и современного ему времени? Вот у него есть сборник хадисов, Джавам аль-Калям Шарха, в котором он собрал хадисы, которые нужны и необходимы именно в данное время. То есть он считал, что богословское, это, конечно, богословское, научное, да, оно интересное очень все для ученых, но обычному человеку надо знать именно то, что с чем он сталкивается каждый день. Он поэтому выбирал хадисы нужные, необходимые на данное время, и он сделал из них сборник из этих хадисов. То есть это сборник, который актуальные хадисы для жизни того времени татар. То есть он отфильтровал и сделал подборку. Да. Тут некий Михрютка пишет, да, ислам чеченского и дагестанского типа татарам тоже не подходит, законы шариата давно устарели. Ну, давайте, наверное, первый пласт этого вопроса. Ислам чеченского и дагестанского типа сильно отличается от нашего татарского? Ну, это опять-таки это вопрос традиции. Да, вопрос традиции. Причем разных географических. Разных географических традиций, при том, что, например, в Чечне, в Дагестане есть патриархат, но если начать рассматривать этот патриархат семейный, то, по сути, мы увидим реально настоящий матриархат, когда семьей управляет мать. Так. Не жена, не женщина, а именно матриархат. Семьей управляет мать. И это подается под соусом патриархата, то, что жена не может выйти из-под слова сына, сын не может выйти из-под слова матери. Нет, просто... В татар такого нету. Так. У татар мать, она не настолько была сильна, и она не могла настолько управлять сыном, как это управляется именно в чеченских и дагестанских народах. То есть именно тот мягкий ислам, который считается, да, у татар, как объяснить? Да, у татар считается очень мягкий ислам, многие считают, что это реальный матриархат. В реальности управлять татарской женщиной не так легко. Вот только недавно разговаривал с человеком, который сказал, да, что я специально женился на татарке и мещарке для того, чтобы попасть в рай. И ведь если действительно суметь управлять татаркой и мещаркой, то, в принципе, все остальное уже несложно. Ну, вот в интернете есть байка по поводу муфтия Талгата Таджудина, что он сказал, если у тебя жена татарка, то, в принципе, ничего страшного, если ты в ад попадешь, потому что все... Пока что раем. Действительно это так, потому что женщина-татарка, она очень тяжелая к управлению, она действительно характерная женщина, она не настолько забитая, скажем, да, так. Если, например, в Дагестане, Чечне, они четко, жестко воспитывают девочку, которая послушная, которая склонит голову, татарская женщина, она всегда имела свой взгляд, свое слово. Она всегда могла высказаться. Как из этой забитой девочки на Кавказе, мусульманки, потом рождалась мать, которая это копилась злость, ненависть к матери мужа, не любовь. И как только у нее появляется сноха, она начинает то же самое, копировать отношения. Так, хорошо, возвращаемся в наше Поволжье.
та же самая ситуация. Почему у нас, если татарки такие все своевольные жены, у нас нету матриархата, ну, такого, который мы скрываем? Потому что все-таки семьей у нас никогда мать не управляла. У татар никогда не было матриархата и управления матери. Домом командовал глава семьи, это или дед, или муж, получается, да, у нас. И, как говорится, женщины, они были, в принципе, послушны. Они знали, да, то, что вот сейчас вот должен там, мужчины должны прийти с работы, они приходят с работы чуть раньше для того, чтобы приготовить им кушать. Они, там сноха не будут ждать, когда будут командовать мать, иди готовь кушать. Они знают о том, что надо готовить кушать, потому что мужчины скоро придут. То есть нету жесткого такого управления, командования, поднятия там руки, потому что ты должна это делать. Но при этом каждый понимает, осознает и знает свое место и что он должен когда делать. Ага. Ну, это интересно, конечно. Я думаю, я еще, наверное, как-нибудь вернусь к этой проблеме, которую вы обозначили. Значит, искренний патриархат, который, в принципе, был у татар здесь, и патриархат... Скрытые под матриархатом, которые у кавказских народов. Да, матриархат под видом патриархата у кавказских народов. Хорошо. Здесь вот интересный вопрос. Сразу говорю, друзья-комментаторы, пожалуйста, в чате не разводить татаро-башкирскую тему. У нас сегодня другая тема. Может быть, Аиша Ханум еще как-нибудь выскажется по татаро-башкирской проблематике, но это у нас сегодня не в фокусе внимания. Мы сегодня обсуждаем наличие традиций, проблемы с традициями у татар. Так, интересный вопрос вот прочел, да, тут Thunder and Lightning. Странно, что-то, в общем, что обозначает, я не знаю, давай по-русски напиши в чате, что означает твое имя, интересно просто. Значит, как раз татарская молодежь сейчас возвращается в истинный ислам Ахлю Сунна, а не бабайский, суфийский. Вот на ваш взгляд, мне просто интересно, да, во-первых, как вы пришли к исламу, во-вторых, вы видите вот такую поколенческую разницу в понимании ислама, типа бабайский, суфийский, молодежь? Ну, бабайский, суфийский и молодежский ислам, как вот сейчас идет разделение, это опять-таки у нас получается ислам традиционный татарский, да, ну скажем так, который шел из поколения в поколение, передавался от отца к деду, от деда к отцу, и тот новопривезенный арабский ислам с арабских стран. Когда уезжает студент, он там обучается и начинает, являясь студентом, учить других людей правильному исламу. Давайте так, вернемся ко мне. Наверное, интересует вопрос, когда я приняла ислам. Да, расскажите, почему вы так одеты и как вы пришли к исламу, интересно. Наверное, будет правильно сказать, что я не пришла к исламу, я родилась в исламе, альхамдулилля. Ислам я соблюдаю с раннего детства. Первый раз, получается, я пошла в мечеть, когда мне было 7 лет. Научилась писать на арабице и читать арабицу я еще до школы. Я училась у Рашиды Исхаки, в мечети Марджани, когда это была единственная мечеть в городе Казани. А чем примечательна Рашида Исхаки? Почему мы его должны помнить? Ну, это бабушка, которая дала нам 2 муфтиев, и это все-таки бабушка, которая во время Советского Союза преподавала ислам, который... А каких муфтиев? Габдулла Хазрат, первый муфтий Татарстана, Гусман Хазрат, которая преподавала в Советском Союзе ислам, которая в Советском Союзе несла основы ислама. Протащила она традицию исламскую. Да. Я уже в 1994 году училась в Мухаммадия Мадресе. Я училась в Международном университете Аль-Мустафа, училась. Альхамдулилля, у меня имеется религиозная база небольшая такая, да. Не могу сказать, что она серьезная, основанная серьезная такая база, но она, альхамдулилля, такая база, которая мне помогает в жизни. Вопрос суфийского ислама, бабайского суфийского ислама, да? Почему такое вообще циркулирует в понимании? Такое циркулирует, действительно, это бабай, который требует общаться на татарском языке в мечети, да? Что не так? Почему это вдруг суфийский татарский общается? Ну, потому что у нас татар был все-таки суфизм развит. Я из семьи мул,
указных, которые до революции были муллами, которые в Советском Союзе были муллами, да, в нашей семье. То есть это семья, которая через несколько веков смогла именно перенести о том, что это были учителя, мусульмане, учителя, обучающие других. Ага, а какая-то мечеть была у вашей семьи, получается? Вот, Получается, мой дядя был имамом города Омска. Почти что там, по-моему, 15 лет он. До этого он был, получается, тут в Кировском районе, в Казани во время войны. До войны, да, он получил образование дореволюционное. Вот, поэтому, конечно, вот тот ислам и бабайский, суфийский ислам, да, давайте все-таки слово суфизм уберем. Суфизм – это личное дело каждого человека, выбирать его или не выбирать – это путь в исламе, на который имеет, в принципе, право человек, мы не можем отрицать, мы не знаем, кто из нас все-таки окажется в раю. А вот смотрите, вот 5 раз читаю намаз, Курбан Байрам, Раза Байрам, держу пост, Рамадан, Алла Бирса, да, там, сделаю хадж. В какой момент, какой мой шаг может вдруг сделать так, что я становлюсь суфистом? Вот есть вообще это понимание? Суфистом вы должны уйти в суфийскую школу, вы должны найти учителя. То есть это образование? Это образование, да. То есть просто так вы суфистом никогда не станете. Интересно. Просто я всегда думал, вот говорят, вот, бабайский суфизм или суфизм. Бабайский ислам, почему именно делят на бабайский? Потому что, да, опять-таки возвращаемся к вопросу о традиции, которые помогли сохранить ислам, да, когда бабай запрещает разговаривать на русском, когда русские буквы называют кафер харфиляры, то есть это именно традиция татарская, да, помогла принести этот ислам через насильственную христианизацию, через насильственный атеизм, помогла сохранить, помогла пронести и передать этот ислам. Вопрос. Вот человек пишет, он соблюдает правильный ислам. А много ли он сделал, и много ли людей он смог привести к исламу? Столько же, например, сколько этот дедушки. Сможет ли он сохранить свой ислам, когда его начнут насильственно куда-то тянуть? Ну вот, например, сегодня его хотят глобализировать, чтобы он... Ну да, он отойдет от татар, начнет забудет свой язык, он будет считать себя... Он не будет арабом, он не будет русским, но он уже не будет считать себя и татаром. Он будет говорить, что я мусульманин. Кто такой мусульманин? Почему мы, уча, например, сиру, да, историю пророка, мы говорим, что пророк был арабом, из рода курайшитов. А он кто? Из какого рода? Знает ли человек, например, из какого рода? Я, например, знаю, что да, моя мама из рода указных Мул Рахимовых, мой отец из рода Мурс Яникеевых. А он из какого рода? Я знаю, что пророк из рода курайшитов. Ну, это я вас прекрасно понимаю, потому что действительно приходится иногда читать в интернете и сталкиваться с различными, как говорится, медиапасторами, гугл-шейхами, да, которые призывают к тому, чтобы отказаться от своей этнической идентичности и полностью вот, стать мусульманином. При этом вот те, как сказать, есть такое модное слово, да, требователи знаний, я всегда смеюсь. Требователи знаний? Да. Талиб аль-Илм, те, кто уехали в арабские страны, называются Талиб аль-Илм, да, они там учатся, и они называют самих себя, или кто-то их когда-то назвал, требователи знаний. Я всегда смеюсь над этим словом, как можно требовать знания вообще в русском языке, с точки зрения даже русского языка. Но они называют так, да, вот требователь знаний, я учусь там у требователя знания. Ну а как мы можем... При этом этот требователь знаний учится у арабских шейхов, которые говорят, что мы арабы. Они не говорят, что мы мусульмане без нации, без рода, без племени. Они прекрасно свой род знают, они прекрасно свое племя знают, они прекрасно знают свою нацию. Но требователи знания, донося те знания, которые им дают шейхи, они настолько его переворачивают, что человек перестает знать самого себя. Хотя знать имен 7 дедов, да, знать свою родословную, в принципе, это сунна, которую пророк призывал нас. Но много ли из тех, кто вот, идут за правильным совершенным исламом, знают
своих дедов, соблюдать хотя бы одну сунну. В общем, вы поняли, да, уважаемые комментаторы, что традиция татар — это быть мусульманином, но не забывать, что мы татары. Ладно, следующий вопрос. Вопрос к вам, Айша Ханум. Можно ли выпустить книгу для молодых семей, для широкого круга? Назовем пусть Туй китаба или Гайля китаба. Для наших молодых с описанием всех исламских традиций. Тут, наверное, скорее всего, человек имеет в виду вопрос современной доступности современным татарам вот, нашего мусульманского, татарского наследия. Написать, выпустить легко. Вопрос, кто ее купит, кто ее раскрутит и кто в нее вложится деньги. То есть вопрос еще и в том, все-таки востребован. Значит, мы не уверены, есть ли у людей потребность в этой традиции. Да. Хотя, например, все ли будут согласны, да, с татарскими традициями, или все-таки мы говорим о мусульманских традициях, да? Например, мусульманских традициях нет всех тех традиций, которые есть у татар. Если брать, например, брачные традиции татар, то молодая семья после никаха 2 недели живет у родителей невесты. Они не сразу уезжают в свой дом. Много ли готово молодых остаться в доме родителей невесты? Нет уж. Если смотреть сегодняшние города и наши эти человеники, квартиры, Но ведь это очень полезный опыт для жениха, для молодого мужа, найти контакт с семьей невесты, показать уважение, дань семье невесты, чтобы не было последующего конфликта. Но в то же время, смотрите, мужчины работают, и порой они работают, ну, объективно больше, чем женщины, потому что там начальники не знают пределов, как наседать на своих работников, сотрудников. И вот он, уставший, возвращается в тот дом, где есть у него теща, и тесть, и жена, а ему хочется расслабиться. Как он должен? Ну, все-таки первые 2 недели после брака мало кто работает. Давайте честно скажем. Первые 2 недели, а если они 1,5-2 года, если предстоит жить вместе? Ну, традиция 2 недели. Все-таки живут в доме родителей невесты. Понятно. То есть, ну ладно. Ну, за этот период, конечно, честно говоря, я вот сомневаюсь, а могут ли они быть друг другу искренни? Может, они в течение этих 2 недель? Ну, они первые 2 недели точно друг другу не покажут агрессии. Да. Ну, а это основа строения взаимоотношений становится. Так, интересный вопрос, тоже дискуссионный такой в татарской, мусульманской среде. Айша Ханум, насколько развивается многоженство и идет увеличение числа рождаемости у татар-мусульман? Вообще, вот вы... Статистики у меня нету, скажу сразу, да. По многоженству? Не по многоженству, не по детям, но могу сказать, что да, скрытые 2-е и 3-е жены, их сегодня очень много. А вот вы же и с историческим материалом работаете. Исторически... Как там? Исторически каждый мужчина, который имел хоть немножко, хоть что-то, какое-то имущество, конечно, сразу брал 2-ю жену. В чем его мотивация? Почему он не может все это богатство сконцентрировать на одной жене? Ну, все-таки раньше это рабочие руки в доме, это дети, большое количество, которые рабочие руки в поле. Это большое количество рождения мальчиков, которые должны будут работать опять-таки. То есть раньше это было обосновано, это рабочая сила. Сейчас, раньше не было скрытых никахов, раньше это было просто невозможно скрыть никахи. Сейчас это большинство своих скрытые никахи. Да. Я там очень часто там встречается то, что вот прочитали никах, там неужели через 2 недели развелись. 2-я жена, там 3-я жена, то есть встречается очень много. Тут какой-то интересный вопрос. Не знаю, то ли комментатор издевается, то ли это на самом деле есть. Вот, а как вы относитесь к трудам великого Марджани, где он глубоко и всесторонне рассматривает животрепещущую проблему, нужно ли во время намаза держать указательный палец наверх, указательный палец вверх? Что-то похожее есть или просто комментатор издевается? Это богословский серьезный труд. Я скажу сразу, что у меня нет настолько шариатских, богословских серьезного образования, чтобы уйти в этот вопрос. Я не шейх, я не заканчивал магистерскую по богословию. Вот так, в общем... Мы в эти дебри влезать не будем.
Согласен. Комментатор, напиши, почему тебе вдруг этот вопрос стал так важен, интересен? Ты Ну, это вопрос поспорить. Поспорить? Это вопрос поспорить, он очень модный в молодых средах, в среде, опять-таки, у тех, кто следует за правильным исламом, а не за бабайским суфизмом. Так, ребята, еще раз говорю, давайте и татаро-ногайскую тему тоже не поднимать. У нас сегодня именно вопрос, который касается татар и проблемы традиций у татар. Еще раз напоминаю. Так, ну, тут вам, смотрите, небольшой критический вопрос. Клербек Нагаев задает вопрос. Вы одна в студию пришли или в сопровождении родственников мужчин? Есть же действительно такое понятие, что в общественном пространстве мусульманка не должна быть одна, она должна быть в сопровождении. Где запрет на это? Так. Как говорится, мы здесь не одни, на улице женщина идет не одна. Если я передвигаюсь в рамках своего города, то где запрет в шариате на то, что я должна быть не одна? Так, ага. Какой-то сложный вопрос, Айша Ханум, давайте просто прочитаем, может быть, у вас есть что сказать. Меняется ли ислам? В чем выражается тренд на снижение насилия и гуманизацию обществ? Можно ли при трансформации норм, отмена телесных, например, наказаний, которые, насколько я понимаю, есть, да, вот все-таки в традиции исламской, говорить, что человек идет по верному пути ислама? Ну, то есть глобально, наверное, тут вопрос звучит так: гуманизация ислама происходит или нет? Какой-то такой общий вопрос. Как вот, на ваш взгляд, что можете сказать? Интересно, интересно, или еще почитаем вопросы наших комментаторов? Ну, действительно, ислам сейчас очень сильно изменяется за счет того, что у людей пропадают рамки наказания. Когда нет наказания, я могу творить все, что хочу. Поэтому и по отношению к семье, и по отношению к женщине, да, очень много идет несправедливости. Тот же, например, вопрос, когда женщина на сегодня не может добиться развода. Женщина, как говорится, мужчина вот вышла замуж второй женой, было много обещаний, да, и вдруг женщина столкнулась с проблемой. Муж не приходит, он искал, там, у меня первая жена беременная, она родит через 9 месяцев, а через 9 месяцев я приеду. Он ее не содержит, и у женщины становится вопрос, как получить развод. А раньше, да, как говорится, когда был в царской России ислам, да, он имел под собой вопрос наказания, вопрос судейства, то есть можно было обратиться к казы, судье, он выносил приговоры, решения, и его все выполняли, потому что за невыполнение шло наказание. Что мы видим сейчас? Женщина хочет развод, мужчина говорит, я не дам. Она идет к имаму, мужчина говорит, это неправильный имам, это суфийский имам, тот имам такой-то, третий имам такой-то, казы я не признаю, потому что у нас здесь он подчиняется государству. Какие инструменты есть в руках женщины? Так. В руках женщины у нас, получается, никаких инструментов нет. Она зависит от прихоти мужчины. А мужчина играет исламом, играет ей так, как захочет. Он не имеет инструментов наказания. Он не чувствует рамок наказания за все то, что он творит. Поэтому ислам меняется очень сильно. Ну, то есть от современных веяний все-таки тоже ислам не может игнорировать, получается, да? Да, у нас нет инструмента, да, когда был задан вопрос, да, вот Казым по поводу вот этой ситуации, какие есть инструменты, он сразу сказал, у меня нет никаких инструментов, я ничего не могу сделать. Я здесь бессилен. Может, он просто мало знает? Он бессилен, а как он может подействовать, сказать человеку дай развод, если человек говорит, что ты подчиняешься государству, и я тебя не слушаю? Ну, с другой стороны, вот если взять, например, светскую сторону нашей жизни, да, то вот если будет развод, то светский суд, он же детей оставит с матерью, присудит алименты. Да. Это куфрский суд, то есть мы не можем в суд Тагута обращаться по исламу, то есть мы не можем по исламу развестись, мы по исламу не можем обратиться за алиментами, то есть если мужчина посчитает то, что он женщина тратит деньги на себя и не будет давать, он не будет давать. Опять-таки у женщины не остается никаких инструментов в исламе.
Это ислам на территории России. То есть это не на территории даже Чечни, Дагестана, где придут родственники и побьет, а на территории Средней России, где это будет русская девушка, скорее всего, которая приняла ислам, которую родители выставили за дверь и которая осталась без всего. Вот тут интересное рассуждение, там между комментаторами у нас в чате, вот тот же Бекляр Бекнагай пишет, значит, женщина управляет семьей, если мужчина слабый. Бывает и такое. Кто-то должен брать ответственность на себя. У мусульман были правители женщины и немало. Да. Ну, хорошо, были правители женщины у нас по исламу. А как долго они правили? Они не так много все правили, в действительности, там рано или поздно все равно чем-нибудь это всегда заканчивалось. Наверное, нет таких долгосрочных правлений, если только взять Османскую империю, да, в татар не было таких прям очень долгосрочных правлений. Да, в семье все равно кто-то должен быть главным, кто-то подчиненный. Если обе стороны семьи устраивает матриархат, когда жена правит, муж подчиняется, в чем проблема? Почему кто-то имеет претензии к этой семье? Это семья, Но это их личное дело. это их не личное дело. Мы не можем лезть, учить, объяснять, как говорится, зачем. Причем даже, может быть, их родственники с этим тоже согласны. Да. Так. Рустам пишет, по-моему, равноправие с женщинами заложено во всех тюрках, ведь в тюркском языке нет родов, мужского и женского. Кстати говоря, я видел в соцсетях рассуждения некоторых женщин, которые татарки, но они настроены против ислама и говорят, вот мы татарки, мы тюрки. Почему? Потому что в татарском языке нет родов. Вот как вы думаете? Ну, тюркская женщина, она всегда была воинственной, она и с оружием защищала свой дом. Это какие исторические источники, исторические события такие есть? Ну, взять даже и времена, например, Османа, Эртугрула, да, это тюркские племена, когда женщина брала оружие. То есть в тюркских именно, да, истории женщина, она защищала свой дом наравне с мужчиной. Она действительно является более, так скажем, все-таки равноправие, не могу сказать, что прям конкретно тут идет равноправие, но то, что она имеет право голоса и к ее голосу прислушивается, у тюркских народов это есть. То есть, если, например, у кавказцев, там, у арабов женщина молчит, кто такая, у тюрков, конечно, женщина имеет право голоса, и ее голос будут слушать. А чем это вот объясняется? В принципе, мы же, по-моему, с арабами в таких же одинаковых суровых географических условиях, климатических условиях живем, да? А у нас, получается, женщины там... Ну, нет, я просто видел образы, например, там, воинственных булгарок, например, да? Там некоторые художники даже наши татарские рисовали, то есть какой-то такой запрос на какую-то татарскую амазонку у нас в народе есть. Но Сюмбике уже, как говорят, сейчас мы начали забывать о Сюмбике, но что-то должно, хотим чем-то ее заменить. Вот, поэтому как-то, ну, то есть, в принципе, у татар есть какой-то запрос на сильную женщину. Хорошо, так, ребята, в общем, наверное, мы потихонечку начнем так закругляться, да? Айша Ханым, вот все-таки вопрос, наверное, давайте попробуем еще раз на него ответить, потому что, в принципе, уже вначале отвечали. Вот в современных условиях, непростых для татар, для нашей татарской идентичности, для наших религиозных убеждений, когда столько много у нас соблазнов, когда там, не знаю, из-за того, что у тебя очень суровый начальник, не всегда получается 5 раз намаз почитать в день, да? Или там тебя отвлекают какие-то сериалы, а ты там должен заниматься домашними делами, быть хозяйкой в своем доме. Все-таки как татарам жить с традициями в современном непростом мире? При этом у татар уже есть исторический опыт преодолевания насильственной христианизации, когда мы протащили наши традиции. У татар есть опыт преодоления 72 лет жизни в Советском Союзе, когда мы преодолели сначала насильственную
атеизацию, а потом вот эту вот просто атеистическую идеологию. И сейчас мы такие стоим, перед нами глобализация, ассимиляция и там урбанизация. К сожалению, к моменту глобализации татары потеряли свои традиции, и они к ней оказались совершенно не готовы. Ну, извините, да, там, как мы там через атеизацию прошли. Да, мы оказались к ней не готовы. Как вернуть традиции? То есть это осознанное понимание каждого человека, каждой семьи, что он действительно хочет найти самого себя, понимать, кто он, найти свою идентичность, найти свое место, скажем, да, под солнцем. Все-таки, скажем, все-таки не совсем легко, да, например, татары и русские понимают друг друга, да. Все-таки это разные менталитеты, разные народы, есть много разных мелочей, которые сталкивают людей. И для того, чтобы научиться понимать, научиться друг друга видеть, слышать, мы должны научиться найти самого себя, узнать самого себя, познать самого себя. То есть это осознанный выбор будет просто каждого человека. Действительно, если мы все готовы к этому, то и татарские традиции можно вести, и можно новые традиции, по сути, придумать. Как вот, например, да, давайте не будем скрывать, что сабантуй современный – это новая традиция. Ну, Советский Союз, да. Сабантуй был до революции. Он описан в исторических источниках, да, я лично читал, когда происходил Сабантуй, как сходил снег. До начала Пашки. Ух ты. Это начало земледелия, вопрос был. Современный Сабантуй – это новая традиция. Она всем нам нравится. Она не просто нравится всем татарам, она нравится всем людям, живущим на территории Татарстана. Да? Вот даже была история, когда Сдунова поставили в Дагестане. Что он там захотел сделать? Татарский Сабантуй. Татарский Сабантуй. Его там называют татарином. Его за это чехвостили, это Да. хорошо. А что он сейчас хочет делать в Мордовии? Татарский Сабантуй на следующий год. Так он наш, оказывается. То есть теоретически мы можем придумать традиции, которые будет и нас и объединять, и будет нам помогать жить, но мы не должны быть настолько категоричны в вопросах, все пошли направо, вы налево, давайте разделяемся, и все, мы друг друга не знаем. Мы должны научиться слышать, видеть, говорить, и готовы к тому, что мы, в принципе, должны научиться жить друг с другом. Да, то есть, в принципе, мы считаем традиции также и жизнь, ну, не знаю, в семье, которая общается с другими родственниками, нуждается в этих родственниках, и родственники тоже в этой семье нуждаются. Ну, мы не будем прям уж так уходить в нуклеарную семью. Нуклеарная семья очень хорошо как раз-таки сжирается современным, суровым миром, ну и работодателями нашими. И всеми. У нее нет будущего, и она под собой ставит вопрос, что делать со стариками. Да. В общем, Айша Ханум, большое вам спасибо. Думаю, еще мы будем поднимать какие-то интересные темы за стрим. Юзур Ахмед. Сау.